Летят за днями дни, и каждый час уносит частичку бытия. Самому известному в мире русскому поэту посвятили в этом году межрегиональный конкурс «Народные игрушки». Вполне возможно, что у будущего солнца поэзии был похожий Петрушка или примерно такая лошадка на колесиках. Но сегодня сказки Пушкина, знакомые нам с детства, впору читать со словарем. Простофиля. Дурак. Простак другому. Блины объелась? Съела много блинов. С ума сошла как-то Как сказать, очень много наелась. Супостат, диктатор. Враг, негодяй. Согласны? Человек нехороший, да, супостат. Дровни — это там, где место, где... типа сани, по-моему. Место для хранения дров? Без понятия, не знаю. Дрова. Бает. Рассказывает. Если мы в Татарстане, и бай – это богатый, но это вряд ли так связано. Перст. Палец. Палец. Кольцо. Да. Кольцо такое. Из предметов, к которым Пушкин прикасался во время своего путешествия в Казань, сохранился только этот секретер, сокровище дома-музея Евгения Баратынского, друга поэта. Янтарь на трубках Цареграда, фарфор и бронза на столе и души изнеженных отрада духи в граненом хрустале. Это правда, что этот столик женский мебель? Да, безусловно. Этот предмет мебели называется бюро «Бонойр дю-жур», бюро счастливого дня. То в тайничках этого бюро дамы хранили знаки любви. То, что делало их день счастливым. А Александр Сергеевич, Наталья Николаевна, за этим столиком писал письма? Точно мы знаем, что 6 сентября делала записи в рабочей тетради. Письмо жене было написано утром 7-го. Но полагаю, что, скорее всего, наверное, за этим столом. Эпистолярный жанр ушел в виртуальность, и тут, выражаясь языком сказок Пушкина, очи разболелись глядячи. Имха от английского, по моему скромному мнению, изи – просто, легко, трэш – удивление, мда – разочарование, хайп – слава, известность. Сейчас модно среди молодежи кек. Пишут, достоверно не знаю, что это такое, но, насколько я понимаю, это имитация ухмылки человека. Похоже, что и сами интернет-программы, боты над нами ухмыляются. Набираем «афография», получаем «орфография». Людей, ошибающихся, всегда меньше, чем людей, которые пишут правильно. И система просто видит, что больше написано правильно, то есть больше написано через орфографию. Клавиатура, она вообще анализирует, что человек индивидуально пишет, персонально. И поэтому она, более того, может не просто исправить слово, написанное неправильно, а оно может предсказать, что будет дальше написано. Молодежный сленг как волны в каждое десятилетие свой, но во все времена сленг – язык закрытой группы, вызывающий и быстро исчезающий, подчиняется русской грамматике. Большинство заимствований в нашу эпоху, это конец 20-го, начало 21 веков, из, скажем так, английского языка. Это все боулинги, роулинги, дистрибьюторы. Что будет в дальнейшем, сказать очень сложно. Я думаю, что основа останется та же самая. Мы читаем тексты со студентами, начиная с XI века. Но там, кроме ятий и некоторых других букв, которые отличаются от современных, ведь большинство слов понятно. А это XI век, и это писали, в общем-то, монахи. Но не хочу, подруги, умирать. Стихи Александра Пушкина, музыка Артема Зайцева. Музыкально-танцевальный номер на элегию произведения философской лирики был создан не хайп-паради, а просвещение для. Мы специально делаем это для того, чтобы, это же популяризация, чтобы это было актуально среди молодежи. Позже мы хотим «Бурем голое небо кроет». Возможно, как трэп что-то сделаем. Меня бы не понял Пушкин. Он поэтому бы меня не признал. В барах и ресторанах читают стихи, свои и чужие, классиков и современников. Литературный проект существует несколько лет и до пандемии набирал все больше участников. На доходы так или иначе влияет, это больше в перспективу влияет. А так это, в первую очередь, нам было интересно, потому что само событие классно. А как под это все естся? Великолепно. Бывает, иногда читаются такие произведения, которые, в принципе, созданы для того, чтобы есть, где описывается трапеза.
«Не на всякий роток нашьешь пуговицу». Так было у Пушкина в «Капитанской дочке», материалы которой он и собирал в Казани. Пословицы, как оценочные печати, в наш век толерантности кажутся анахронизмом. Но Пушкин применял их в письмах к самым близким и в самые тяжелые дни. Он огромную эволюцию прошел в своей жизни. Он уже переоценил настоящие истоки, корни. И он, например, пишет в Михайловской ссылке: «Слушаю свою нянюшку, чем исполняю проклятое свое воспитание». Понимаете, ни больше, ни меньше. И только тогда, когда он вернулся к истокам, только тогда он пишет в 25 году: «Вот сейчас я осознаю, что у меня есть силы творить». В моей личной библиотеке хранится один из томиков полного собрания сочинений Александра Сергеевича Пушкина, выпущенное в 1936 году, к столетию со дня гибели поэта. И здесь на одной из страниц есть штамп «Библиотека Союза шоферов». Слово, которое во времена Пушкина еще не существовало, а в наше время, через 100 лет после издания книги, его уже не используют. На лице казанского Пушкина легкая и понимающая улыбка, с которой он со своего постамента и смотрит на нас, проносящихся мимо, зная, что памятник его не рукотворный. Ведь наследие гения живет в каждом, кто говорит и думает на русском языке. Татьяна Тимошенко, Роман Безменов, 7 дней. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.